наивно предполагать, что можно закрыться. И этот путь, он губителен, потому что общество, которое, не дай бог, сможет закрыться от процессов глобализации, оно обречено на уничтожение, самоуничтожение. Комфорт – это состояние души для меня. Если мне на сердце хорошо и тепло, то, в принципе, комфортно. По большому счету, я не привередлив к обстоятельствам, к окружению, хорошо адаптируюсь и стараюсь найти свою нишу в любой обстановке и чувствовать себя комфортно. Если речь идет о мебели мягкой, то это я не о том комфорте говорю, да, то есть это может быть и аскетичная обстановка, но когда я говорю о комфорте, это прежде всего психоэмоциональное состояние. Комфортно на работе, когда у тебя получается то, что ты задумываешь, когда ты знаешь, что есть результаты твоей работы, когда в коллективе позитивная, доброжелательная рабочая обстановка. Комфорт – это то условие, которое позволяет тебе работать продуктивно и меньше думать о проблемах и больше созидать. Безусловно, без этого, наверное, сложно говорить о том, что ты с удовольствием выходил на работу. Куда уходит детство, какие города, и где найти нам средства, чтобы вновь попасть туда? Безусловно, я отличаюсь от того ребенка, который, как ты говоришь, бегал, но сказать, что это не я, не могу. Я понимаю, что я взрослею, что у меня меняются представления о правилах, о жизни, но переосмысление некоторое происходит. Но сказать, что вот я был таким, а сейчас кардинально я другой, и мне как бы не хочется вспоминать тот период, когда я был в детстве, такого я не испытываю. Обычные процессы развития. В те годы в советские какие-то определенные стандарты были в образовании, но родители считали, что я должен получить образование, создали максимум возможностей для того, чтобы я закончил школу хорошо, и репетиторы у меня были, я учился, то есть все усилия, и финансы, и бюджет семейно был направлен на то, чтобы у меня были возможности для того, чтобы я получил хорошее образование. Сейчас, конечно, по отношению к своим детям тоже я как бы прикладываю усилия для того, чтобы ребенок хорошо учился, но просто время другое. Тогда у детей не было альтернатив. То есть школа, занятия, побегать во дворе. Если показывали по телевизору мультик, я помню, кто-нибудь с балкона из пятиэтажного дома крикнет, по телевизору мультик показывают, все дети в рассыпной разбегались смотреть, значит, то, что показывают. А что показывают, неизвестно. Когда прибежишь, то и увидишь. Сегодня, конечно, у детей больше возможностей отвлечься от учебы. В этом смысле сложнее контролировать, в каких условиях растет ребенок. Занимается ли он, отвлекается ли на компьютеры, на игры и так далее. Это первое. И второе, если раньше развитие ребенка шло в традиционной, скажем, в моем случае в традиционной семье, информацию, которую я получал, модель поведения людей в обществе я черпал в семье и в школе, и максимум во дворе. Сегодня ребенок, допустим, во двор лишний раз не выходит, потому что ему интересно посидеть в интернете.
И вроде бы он находится дома с родителями, со мной, но информацию о жизни, модель поведения своего в жизни он черпает не только видя то, что видит в семье, а то, что он находит в интернете. И в этом смысле, безусловно, воспитание детей становится намного сложнее, потому что ты якобы контролируешь своих детей, якобы они в 10 часов уже дома, и ты знаешь, что они не балуются, не бегают, но что они делают в телефоне, с кем они общаются, как они общаются, какую информацию читают, это иногда становится загадкой для родителей. И в этом смысле, конечно, отличие сегодня серьезнее. Меня, как бывшего декана, как человека, который почти всю свою сознательную жизнь занимает преподавательской деятельностью, очень беспокоит, например, такие вещи, когда, условно, я понимаю там потребность, особенно в сельской местности, мы хотим, чтобы была школа, да, и в школе 30 человек, и люди становятся довольными, когда строят здание школы. Но это не значит, что в деревне появилась школа. Легче, например, пустить автобус в то место, куда детей привезут и где их чему-то научат. Я не хочу обижать никого конкретно, без имен, без фамилий, но если провести аттестацию учителей, то больше половины, ну будем откровенны, не пройдут больше половины. Есть у нас и выдающиеся учителя, выдающиеся преподаватели, очень хорошие репетиторы, но есть и, я уверен, что это вызовет скандал сейчас, просто я сам имею отношение к этой сфере, очень многие преподаватели сами не сдадут те экзамены, которыми они должны готовить детей. В большом количестве школ Абхазии в классе сидит 3-5 человек. Если такие условия созданы, для школы, что у тебя в классе не 40 человек, а всего 3, 2 ребенка или 5, то на выходе должны быть выдающиеся результаты. Практически репетиторские занятия. Ты сидишь, у тебя в классе 5 человек, а получается, что выходят дети с таких школ, которые еле-еле сдают выпускные экзамены в массе своей. Как такое возможно? Хотя дети есть очень талантливые. В Россию уезжают, и в Абхазском университете есть дети, которые учатся, и в школах попадаются самородки. Но я к чему говорю? Что нужны серьезные реформы в системе образования. Нужны колоссальные инвестиции, не просто в здания. И начинается шум. Если станет вопрос о том, что вот эту конкретную школу надо закрыть, потому что на выходе нет результата, встанет вопрос, как люди останутся без работы. И оказывается, что моя занятость важнее, чем результат и качество детей, которых я выпускаю. Все-таки научно-технический прогресс предопределил особенность современной экономики таким образом, что без качественного образования, без потенциала человеческого никакого будущего у страны не будет. Ну, будущего, о котором мы все время говорим. Удовлетворение, наверное, степень удовлетворения, которую испытывает в том числе и финансист, и банкир, и руководитель предприятия, когда он получает результаты, к которым он стремится. Дело в том, что финансовая система, и как любая система, она тоже должна быть выстроена определенным образом. И умение манипулировать финансами, выстраивать конфигурацию определенную, получать от этого результаты. Это тоже творческий процесс. Сегодня мир достаточно динамично меняется, а в финансовой сфере конъюнктура очень подвижна. Поэтому здесь шаблонные подходы, они часто оказываются провальными. И поиск нестандартных решений, особенно в Абхазии, этот поиск часто необходим, поскольку у нас во многом институты, которые должны работать хорошо, не работают. На правовое поле накладываются традиционные отношения, факторы
фактор признанности и соседствует с фактором непризнанности, поэтому необходим постоянный поиск нестандартных решений. Это элемент творчества. И в этом смысле, естественно, есть кураж, да, о котором ты говоришь, безусловно. Из-за того, что мы отстаем в развитии во многих институтах, в рыночной экономике, финансовой системы, банковской системы в частности, мы можем сразу использовать те технологии, которые уже активно развиваются, например, в частности в России. То есть нам не нужно проходить все этапы, все звенья, мы, перепрыгивая, сразу осваиваем те достижения научно-технического прогресса, которые уже активно используются, и пытаемся внедрить. Но, безусловно, есть и минусы, о которых мы знаем. Вот отставание, оно, безусловно, негативно сказывается на процессе развития. Ведь отставание часто проявляется еще в том, что новые технологии, достижения научно-технического прогресса плохо реализуются иногда. То есть мы можем использовать технологии, которые уже существуют, но эти технологии не ложатся на благоприятную почву, поскольку по причине отставания эта почва не сформирована. И получается вот такой разрыв. Разрыв между уровнем образования специалистов или граждан с одной стороны и теми технологиями, которые нужно осваивать. Поэтому вот такое явление, о котором ты говоришь, оно приводит к дуализму в экономике, когда сосуществуют и современные технологии, современные фирмы, и вместе с ними, значит, мы видим и такие, так скажем, архаичные формы организации и производства в том числе. Безусловно, в нашем обществе есть разные представления о том, каким должно быть наше общество. У нас ведь даже нет единого представления, чего мы хотим. Каждый из нас по-разному видит Абхазию идеальную, в которой мы хотели бы жить. И, к сожалению, ничего с процессами глобализации не сделаешь. Мы живем в едином информационном пространстве. Мы находимся в российском, по большому счету, потому что наши граждане преимущественно общаются на русском языке, хотя молодежь уже и английский язык изучает, то есть читает информацию на сайтах английских языков, и поэтому, естественно, осваивают те знания и ту информацию, которая есть в пространстве. И в этом смысле дети современные, они ближе друг к другу, которые живут в разных странах мира. Они с детства уже пользуются телефонами, айпадами, компьютерами, то, к чему мы уже подходили в осознанном возрасте. Они знают, что такое YouTube, знают, что такое Facebook, WhatsApp и так далее. Поэтому, конечно, эту волну не остановить и наивно предполагать, что можно закрыться. И этот путь, он губителен, потому что общество, которое, не дай бог, сможет закрыться от процессов глобализации, оно обречено на уничтожение, самоуничтожение. Другое дело, что мы должны понимать, что в условиях нарастающих процессов глобализации традиционные ценности общества, они, конечно, очень сильно вымываются. И в этой связи мы должны быть готовыми к тому, чтобы выстоять в условиях надвигающихся процессов, сформировать такие модели поведения, организации общества, которые могли бы адаптироваться в этом бушующем мире. Все, что сможет адаптироваться, оно будет жизнеспособно. Все, что будет сопротивляться, оно будет сломано, потому что мы, к сожалению, очень маленькие. Я понимаю, может, это звучит не очень, как сказать, радужно, да, и, может, не все с этим согласны, но, к сожалению, это правда, и чем раньше мы эту правду, и чем раньше подготовимся, тем это будет лучше для нас, тем больше шансов нам сохраниться и выжить в новом миропорядке. Безусловно, когда ты свободный человек,
когда ты эксперт, свободный экономист, да, как называют, ты можешь высказываться, выражать свое мнение, потому что по большому счету это всего лишь мнение. Мнение, за которым ну, нельзя сказать, ничего не стоит, но если даже оно будет неправильным, оно остается всего лишь неправильным мнением. Сегодня же, будучи руководителем Национального банка, как ты правильно замечаешь, пространство для творчества, оно значительно уменьшается, поскольку существуют жесткие рамки. Как бы мы ни подходили к вопросу о творчестве в работе, Национальный банк – это не творческий коллектив, это строго финансовая организация с жесткими правилами, с определенным регламентом работы, и, безусловно, поле для творчества значительно меньше, хотя оно тем не менее остается. Это первое. И второе, здесь ошибки непозволительны. Любая ошибка имеет большую цену, которая для нашего небогатого общества очень ощутимо будет. Поэтому, прежде чем сделать один серьезный шаг, нужно несколько раз продумать над тем, какие может твой шаг иметь последствия для банка, для банковской системы и для, значит, экономики в целом. На уровне сегодняшнего руководства и там на площадке Национального банка этот вопрос не рассматривается, но на уровне диссертации, которой я когда-то занимался в свое время, у меня была тема диссертации «Особенности развития экономики в условиях ее полной долларизации». Как раз-таки я изучал опыт развития стран, которые не имеют своей валюты. На самом деле валюту напечатать не проблема, это технический вопрос. Действительно заказал и значит, запустил в обращение. Вопрос в том, что это дает, как вы правильно сказали. Потому что валюта сегодня является всего лишь инструментом. От того, что мы напечатаем деньги, просто и за этим никаких мероприятий не последует, это просто набор бумаг, который будет ходить в обращение. От этого мы с вами будем одевать то, что одеваем, потреблять то, что потребляем, ни больше, ни меньше. Сегодня около 60 стран в мире, которые не имеют своей собственной валюты. Причем около 30 из них используют единую наднациональную валюту. И достаточно крупные экономики мира, которые входят в десятку таких передовых стран. Германия, Франция, Италия, Испания, страны еврозоны. Ведь сегодня Германия не печатает свою валюту, и Франция не печатает. И от того, что они отказались от этого в пользу наднациональной, никто не сомневается в том, что Германия – это Германия, она перестала быть независимой страной. Ведь просто они подошли к этому вопросу рационально. Они могли использовать марки и не отказываться от нее, но они сделали осознанно выбор, потому что они сели, посчитали и поняли, что единая наднациональная валюта экономически выгодна, она способствует еще более глубокой интеграции стран еврозоны и повышению уровня развития граждан. Есть также ряд других стран, их тоже около 30, но они меньше по размеру, там, хотя 5 миллионов, 6 миллионов населения. Такие страны, как Эквадор, Сальвадор, Панама, там, Андорра и так далее, они, в отличие от тех первых стран, о которых я говорил, они используют валюту страны, с которой у нее более тесные экономические отношения. Там Панама и Сальвадор используют доллар США, Андорра использует евро. Но мы, как Абхазия, как одна из стран, которая относится к этой группе, используем российский рубль, поскольку у нас большая часть внешней торговли ориентирована на Россию. Мы получаем колоссальную помощь из Российской Федерации. Мы в валютно-финансовой сфере очень сильно интегрированы, поэтому логично, что у нас российский рубль. Поэтому, когда встает вопрос о валюте, я всегда думаю, что это нам дает, и оно дает и как плюсы, так и минусы. Надо взвешивать. Если мы не убеждены в том, что плюсов будет больше, чем минусов, как экономист, я считаю, что нужно осторожно подходить к разработке таких вопросов.
Как вы знаете, система АПРА, она создавалась до меня, имеется в виду до того, как я появился в банке. С 2010 года была оказана помощь, даже не помощь, предоставлен кредит Республике Абхазия, и на эти средства была создана, значит, инфраструктура АПРы, которую мы в последние годы стали активно развивать. Когда в 2015 году я столкнулся с тем, что нам нужно возвращать кредит в Россию, а АПРА-то не заработала, она себя не оправдала, в том смысле, что в нее вложили 100 миллионов, а она не была запущена, и тогда усилия были направлены на то, чтобы как можно быстрее этот механизм запустить, чтобы мы смогли что-то заработать и, значит, расплатиться с взятым кредитом. Но это не только эта задача была, еще задача, значит, раз уже эта инфраструктура существует, то приобщить население к безналичному расчету. Мы не можем обязать коммерческие банки инвестировать в такую дорогостоящую инфраструктуру, потому что банкомат может стоить до 1 миллиона рублей, один посттерминал, то есть это устройство, где расплачивается карточкой, до $500 стоит. Банкам это очень тяжело и дорого покупать, расставлять по всей Абхазии, когда нет ради кого. С другой стороны, люди не хотят получать на руки карточку, не хотели, потому что получается ситуация, что карточки выдали, а что с ней делать, кроме как получать, значит, деньги, и то неизвестно где, тоже неинтересно, и получается замкнутый круг. Тогда, значит, было принято решение директивным образом переводить на карточки. Это было связано еще с тем, что нужно было решать проблему очередей с пенсионерами. Сегодня многие люди продолжают жаловаться, что вот очереди, когда получают пенсию и так далее. Но хочу напомнить, еще буквально 2 года назад, 3 года назад пенсию получали в течение месяца. Сегодня, благодаря карточной системе, нам удалось сократить очередь до 3 дней. Безопасность карточек достаточно высокая. У нас вот за 2,5 года не было случая, чтобы с одной карточки пропали деньги. Более того, я вам скажу о другом. У нас была масса случаев, масса, не 1, не 2, а счет идет на сотни, когда пенсионеры или бюджетники теряли кошельки, у них воровали сумки. Если бы в кошельке лежали деньги, то банк ничем не смог бы помочь. Сегодня мы просто блокируем, да даже не нужно блокировать, даже особо и переживать не нужно, потому что, не зная пин-кода, невозможно использовать карточку, а если 3 раза набрать неправильный пин-код, карточка блокируется. Но тем не менее, люди обращались к нам, к банкам, и мы блокировали карточки. Я просто не могу назвать сумму, но речь идет о нескольких миллионах рублей, которые люди сохранили благодаря тому, что деньги лежали на карточках, а не в кошельке. Я вот какие-то рассказы Искандера недавно читал, самое последнее, ну, может быть, в свете вот этих событий, вот мероприятие было в Русском театре, и вспомнить некоторые произведения. Почему читал? Все-таки хотелось прикоснуться к тому, что мы начинаем терять. Вот это ощущение, вроде бы что-то такое, что было в детстве, и то, в чем ты вырос, оно как бы остается в книжках, к сожалению. И вот это чувство, что вроде бы ты читаешь, и оно вроде бы было, и в то же самое время вокруг тебя уже его нет. И оно находится в книжке, вот заставило задуматься над тем, что мы живем во времени, которое настолько быстро меняется, что за вот свою не очень длительную жизнь ты понимаешь, что детство твое это был один мир, сегодня это другой мир, а в каком мире ты будешь встречать старость, с учетом того, что происходит, неизвестно. Это тебя пугает? С одной стороны пугает, с другой стороны заставляет задумываться над будущим. Ну, как бы вот так. Мы живем в независимой стране. Мы сегодня
хозяева своей земли. Это то, о чем мечтали не одно поколение наших предков. Ведь каждое поколение может ссылаться на то, что вот было раньше так, а сейчас по-другому, а в будущем будет совсем по-другому. Просто сегодня уплотнилось время. События разворачиваются со страшной силой, меняется очень быстро качество.